Ну что, выходим. Короче, эксперимент будет. Сейчас на улице у нас минус 35. Так, давайте я хорошо задрапирую. И пройдем с вами, посмотрим, сколько протянет на морозе камера. Сколько она протянет. Интересно. Мне интересно. Так, у нас сегодня какое? 4 декабря. Суббота. Так, куда пойти-то? Куда пойти? Куда пойти? Куда? Так, тут закрыто. Значит, туда пойдем. Обратно. Вышел с тепла. Красиво у нас оформлено. Просто обалдеть, да? Так. Сворачиваем на улицу Бестужева-Марлинского. Да, начинает холодать потихоньку. Я надел такие вот варежки себе, чтобы быстро не замерзнуть. Поэтому пройдемся, посмотрим на вечерний Якутск. Как что выглядит, сколько снега у нас здесь. Ну и в общем обстановочку. Этот район как бы немноголюдный. Это вот улица Бестужева-Марлинского, она выходит как раз на площадь Победы. И она когда-то была ужасная, просто ужасная. Здесь разбитая дорога была. Просто кошмар, как была разбита, но ее сделали, и она сейчас вполне нормальная, вполне интересная. Люди перебегают в каких-то местах. Ветра нету сегодня, поэтому идем. Халяльный магазин. Халяль. Когда-то я заходил, по дешевочке покупал. А потом стало как везде. Цены неинтересные уже. Короче, я про него забыл успешно. Забыл. Хорошо, когда ветра нету. А? Кстати, ветер это очень значимо при холоде. То есть про тебя продувает насквозь. Вот Якутск еще чем отличителен? Тем, что влажность воздуха у нас невысокая. То есть рядом здесь река Лена только, но она замерзает, в общем-то, ну, уже замерзшая, больше месяца, получается, да, месяц, где-то в ноябре уже замерзает. Ну, а переправа открывается через реку. Вот она, не знаю, как сейчас машины ездят, там, ну, маленькие машины, а большие, значит, траки грузовые, они, конечно, еще не проезжают. Есть опасность, риск, да, значит, пролома льда, соответственно, затопление машины, что не раз происходило. Просто машины тонули, и все. Люди оттуда только успевали вылезти. Только успевали вылезти. И таким образом спасались. А кто-то не успевал. Да представляете, в ледяной воде-то побывать, а потом вылезти наружу, и еще надо там суметь не замерзнуть, Так, это мы подходим к Якутскому речному училищу.
Вот так она сейчас выглядит. Стыл, по-моему, общежитие его. Какие-то постройки, не знаю, что такое. Типа из контейнеров сделано. Ну, вот там вот видно у нас памятник Победы. Под ним вечный огонь. Вот с этой стороны вот это здание. Так, у меня камера еще снимает. Снимает. Я по лампочке ориентируюсь. Экран выключился. И я вот по лампочке смотрю, как она перестанет моргать, значит она либо замерзла, либо батарейка села. Ну, скорее всего, поскольку у меня 100% заряд батареи, то она должна просто замерзнуть и все. Ну, батарейка вместе с камерой. И тогда она перестанет снимать. А вот сохранится ли видео? В чем вопрос? Так, может быть, не стоит останавливать, паузы делать. Или он ее сам по 4 гигабайта. Я уже не помню. 4, по-моему, гигабайта он рубит сам файлы. Какая-то обстановочка. Так, что тут написано? Якутский институт водного транспорта. Да, то есть здесь институт водного транспорта находится. То есть статус повысился. Вот такое вот красивое здание стало. Так, и чтобы здесь мне пройти, мне надо стоять и ждать светофора. Так, все. Надеюсь, меня здесь не собьют. Видят, что я такой бандурой иду. Водители могут бояться. Так бы, может быть, и не пропустили. Я не знаю, у нас, в принципе, правила соблюдают нормально. Джигитов таких особых нету. Джигитов. Так, свернули на улицу Богатырева. Хотел посмотреть на эту улицу. Пожалуйста, смотрите. Я ее снимал вот, осенью или когда, летом. Уже не помню. Тогда она выглядела по-другому. Сейчас вот так вот выглядит. Машины забытые, занесенные снегом. Здесь когда-то был кафе «Маяк», по-моему, что ли. А сейчас до 24 часа. Что такое? Тоже общепит какой-то. Аренда-продажа, как всегда. Школа вот эта вот. Средняя школа. Сейчас сколько? 11 лет в школе учатся. Ну и давайте с вами занырнем. Или давайте еще туда пойдем. Дальше. Ой, переулочки. Богатырева туда. Вот переход есть. Как раз в районе школы. Умный переход. То есть кнопку нажимаете и ждете. Вот это что такое у нас? Трапеза. Трапеза. Зоомаркет. Зоомаркет, трапеза. Что-то не понял. Все в одном. И зоомаркет и какая-то трапеза еще. Так, вот сюда занырнем. Ходил я здесь, поснимаем в темноте. Дорога-то у нас освещенная, в принципе, хорошо. Вот как дворы освещены, это вопрос. Машины проезжают. Вот так вот одиночные. Большого нету. Мадонна. Салон красоты. Так, наверное, я сейчас здесь встану. Так, дальше запись пошла, чтобы у меня как бы вот была фиксация. И чтобы видео файл он сохранился четко. Я хочу, сколько там минут. Просто протянет у меня камера без защиты.
Защитного чехла сейчас нету никакого. И вот я вот так вот просто иду. Так, здесь какая-то площадка спортивная. Ну а мы с вами, чтобы было более интереснее, пойдем по неведомым дорожкам. Да, как у Пушкина. Здесь так. Там на неведомых дорожках. Та-да-да-да-да-да-да, как что-то там. И кот ученый ходит по цепи кругом. Так, здесь мы выходим на какой-то детский сад. И сейчас сюда. О! Вышли на заброшку. Так, а фонаря-то у меня нету нормально. Какая-то заброшка. И все это такое. Смотрите. Ух. Здание. Есть такая теплотрасса. Интересная, да? Вот так вот делали раньше. Ага. Дом это раз, два, три, 4 этажа. Еще 4-этажный. КПДшка, то есть это вот такие начинали строить. И переходы вот таким образом делали. Видите, да? В виде этого. Такого. Но это сейчас это невыгодно. Такие не делают. О, сосулек-то здесь сколько, смотрите. Так, пойдем вот такими путями. Неведомыми. Так, я ничего не вижу. Блин, прямо по снегу. Прямо по снегу я иду. Так, вот я вижу там много светильников. Так, вот можно сюда пойти. Не знаю, как получится видос. Можно сюда пойти. Так, пока их снимает. Моргает. Вышел на какие-то гаражи. 1080 у меня разрешение, 24 кадров. И поставил самое слабенькое, чтобы особо камеру не нагружать энергопотреблением. Поэтому вот так вот идем. Ух. Так, выходим. Здесь у нас вот. Ой, скользко, слушайте. Можно долбануться и улететь. Можно долбануться и улететь. Вот такой дом стоит. 5 этажей, да? И вот здесь вот такой вот дом. Покосившийся уже. Называется там наверху опорный пункт. Опорный пункт. То есть здесь, по-моему, ДНД был когда-то. Добровольная народная дружина. Смотрите, у них вот такие вот убитые тут лестницы. Что дело? Так, а здесь, я не знаю, вот самая темнота такая. Понимаете, да? Ой, самая темнота. Как бы меня тут собаки не сожрали. Вот я вижу лед, натекла вода. И что это, помои? Я вот не знаю, куда тут люди. А, вон с этой трубы текет. С этой трубы. Текет так. Сюда идти. Мне что-то страшно уже становится. Не нападут ли на меня здесь какие-нибудь одинокие. Хотя кому надо сейчас по морозу ходить? Ценного у меня, кроме камеры и телефона, особо нечего взять, но все равно. Так, куда это мы пришли? Это какая-то... Что это такое здесь? Так, вот здесь гаражи, и здесь можно пройти. Вот так вот можно туда пройти. Так вот пойти, что ли? На свой страх и риск. Ой, что тут такое? Что за завалы? Что за завалы? Вот тут дорога есть. Мы на какую-то дорогу вышли. В принципе, она довольно утоптанная. Вроде бы даже машины по ней ездили. Проезжали. Вот это что такое за куча здесь? Посреди квартала. Так, мне надо паузу сделать. Так, дальше пошли. Съемка продолжается. Ах, еще куда-то пришли. Куда это я пришел? Нужно вон туда. Такие прожектора мощные здесь. Смотрите. Что они здесь освещают? Для чего они здесь нужны? Вот эту зону освещают. Гаражи кто-то поставил. Ну ладно. Со светом как-то не так страшно ходить.
по крайней мере, видно, что у тебя под ногами делается. Так, это мы куда вышли? Что это тут такое? Гаражи. А сверху у них какие-то помещения. Так, таким образом. Ух ты, какой гараж весь блестящий. Трансформаторная подстанция гудит, она прямо видно. Так. Это мы вот рядом параллельно улице Губина идем. В сторону улицы Черяева. Да, ничего не вижу под ногами, поэтому как-то приходится вот так вот на ощупь идти. Семеня ногами. Семеня. Чтобы не упасть, не подскользнуться, не долбануться. Так, вот. Съемка пока идет. Может быть, тепло от руки моей идет как-то. Вот какая-то машина. Едет легковая. Там заезд есть, да? Туда. Так, а здесь что? Здесь можно вот сюда пойти. Можно сюда пойти. Так, давайте. Вот, под этот дом зайдем. Получится он или нет? Там смотрим. Так, тут тропинка есть. Туда люди заходят. Зачем-то. Вот. Видно вам что-нибудь, нет? Я просто экспериментально зашел в самую темноту. Вот свая видно? Свая видно, нет? Так, туда уже не пройдешь. Тут труба и фонарики с собой нормально не взял. Там есть маленький. Я думаю, его только не хватит, чтобы темноту просветить. Так, вот человек идет, смотрите, одинокий. Одинокий человек. Это можно вот сюда вот сигануть, смотрите. По этой тропе пойти. Надеюсь, тут на меня никто ничего не кинет. Никакие. Кто-то тут ходил уже. Представляете? Ходил. Вот здесь вот. Надпись «Фак Е». Блин, лед подо мной. Это вот что-то, видать. Ай, блин. Не, наверное, я зря сюда пошел, а? Слушайте. Если я на какую-нибудь гвоздь наступлю. Тут, похоже, это топило, и лед вот этот под моими ногами хрустит. Так, это куда мы вышли? Так, вот туда бы пройти как? Тут сосульки, что-то капает все. Так, здесь все. Не подумают про меня ничего хорошего. Уходят тут. Ой, блин. Главное, мне никуда не уступить. Какой ад. О, как там снимается-то? Ой, ужас. Очень страшно. Так, прямо идти. Осторожно, надо вот эти вот железные всякие штуки. Можно головой в них долбануться. И капец бы. Так, надо бы тут сюда вот пройти. Давайте сюда. Опс. Так, это куда мы вышли? Это гаражи здесь. Гаражи. О. Так, что она еще снимает? А, снимает, свет есть. Опять фонари, видите, да? Хорошо, фонари такие есть. Местами освещаются. И видно. А местами вообще темнота. Куда я сейчас зашел? Куда я иду? Что мне тут надо? Тупик, наверное, здесь. Там можно пройти, нет? Черт его знает. Ну, вот сюда вот, наверное, можно, да? Наверное, можно. Тут какой-то дом с закрытыми окнами. Гаражи. Так, а тут не пройдешь. Придется вон туда идти. Тут жилые дома. Вот такого типа. Высоток таких нету больших. В принципе, все нормальное там. Сколько там? Этажей 5-6. 8. Вот этот, наверное, 8-этажка, да? Так, мне надо паузу нажать. Так, дальше пошли. Я такие специально делаю, чтобы знать, сколько минут он меня протянет на морозе. Минус 35, как было написано в интернете.
Короче, у нас холодает. Холодает. Какой-то двор мы тут зашли. Это что такое, магазин здесь? Магазин. Взяли сколько, да? Печка. Так, это куда мы вышли? Куда-то мы вышли. Сейчас мы, по-моему, на улицу Черяева выйдем. Это я дворами прошел. Дворами. Дворами. Так, где проход-то тут есть? Там тупик, а здесь есть проход? Здесь проход, да. Вот, можно пройти здесь. Можно. Ходим. Ходим туда. Видите, только машины ездят. Больше никого нет. Иди как на меня. Вот она, улица Черяева. Так. Только одни машины, людей нету, видите, да? Сейчас вечер. Сколько еще? 6 час, наверное. Такая темная. Ох. Короче, вышел на улицу Черяева. Так, это мы вышли в Универсам, где вот. Ага, Универсам. Вот. Там у нас, значит, 202-203 микрорайон. Как можно сами понимать. Так, еще куда дальше идти мне? Пока он снимает. В принципе, вот такую температуру держит камера. Видать, еще за счет собственного тепла прогревается. Прогревается и, в принципе, она вытягивает. Так, остановочка. Здесь у нас 6-й автобус. Потом еще какой-то 7-ка. Другой какой-то. Не помню. 6-ка точно ездит. 17-й. А нет, 17-й по другой стороне ездит. Так, все. Сейчас мы выходим на улицу Губина. Улица Губина. Если туда вот пройти дальше, там будет площадь Орджоникидзе. Площадь Орджоникидзе. И вот эти вот у нас там ледовые фигуры. Кстати, ледовые фигуры еще сделали на 203-м микрорайоне. Там, где ледовый парк. Надо будет посмотреть, где точно, и пойти туда. Вот. Улица Губина. Памятник покажу. Так, это у нас Саха. Нефтегаз, Трансбыт. Вот это вот красиво украшенное заведение. Саха, Нефтегаз, Быт. Вы понимаете? Вот у них уже там с Новым годом. Надпись видели, да? С Новым годом. Вот здесь памятник этому заправщику. Он чем бензином заправляет. А-76. Дальше пошли. Вот какие тут красивые у нас вот эти вот сделали оформление светящиеся. Я же не помню, но это они сделали. Вот эта фирма Саха, Нефтегазбыт сделали у себя вот эти вот иллюминацию такую вот красивую. И опять же у них здесь елочки вот, пожалуйста, растут. Ну, короче, сидел дома. Сегодня суббота. Надоело сидеть, решил прогуляться. Там мне на Вильберисе надо заказ забрать. И заодно, я думаю, а что протестировать камеру? Наверное, надо. Сколько она вытянет. При такой небольшом морозе. Так, туда я не пойду, а сюда пойду. Вот в эту подворотню. Снимает. Так. Вот.
куда вышли. Так, это мы сейчас идем параллельно улице Дзержинского. Вот с той стороны, стой. Так, главное тут смотреть под ноги, потому что накатано довольно сильно. Да, хорошо тут у них лампочек сколько, а? Возле этой сахарники, госбыт. О, а тут все машины под наташками укрыты. Смотрите. Все, да? Видали, да? Все. Раз, два, три, четыре. Ни одной машины нет без Наташи укрытой. 4, 5, вот там 6, 7. А нет, есть одна. Вот видите, они работают. Пыхтят, работают. Проверка, короче, камеры в экстремальных условиях. Самых таких. То есть и холод, и темнота. Короче, как что потянет, может она вообще сломается. И угроблю ее. Видите, да, на какие мне жертвы приходится идти ради вас. Аппаратурой жертвовать. Но я не думаю, что это полезно камере. Вот эти вот такие вот замерзания, какие-то аккумуляторы. Наверное, худшим будет ход, видите, да, тоже под Наташей. Идем. Куда идем? У нас пятачком большой секрет. Мы расскажем, мы о нем. Нет. Так, магазин Тип-Топ. Смотрите. Тип-Топ. Ой, какой. Что тут продают? Наверное, продукты питания. Мне так кажется. Или какой-то Тип-Топ. Все детские, может быть, детские товары. Ух, смотрите, вот здесь гаражи. И вот сверху настроены тоже вот такие вот ряды. Щелочки еще старенькие, вернее, эти дырочки еще старенькие, четырехэтажные. И такие строили в 70-х годах. В 80-х уже начали пятиэтажки строить. Это вот тут улица Дзержинского, практически самый центр. Поэтому его начали застраивать одним из первых вот в городе центр КБТ домами. Но они как бы до сих пор ценятся, ну, потому что в принципе сделаны надежно, но у них недостаток то, что вот эти вот швы межпанельные, они со временем теряют свои свойства и, короче, надо их заново там что-то выколупывают, там какая-то штука вставлена, ну, изоляция. И заново конопатить приходится. Короче, верхолаз для этого лазят. А некоторые целиком стены такой пеной покрывают. Ржавого, такого медного цвета. Так, у меня сейчас отсутствие. Щека, что ли, замерзает. Так, дальше идем. Слушайте, камера такое ощущение, что сама себя греет. Это как так? То есть она не хочет у меня пока вырубаться. Может быть, тепло от меня идет от руки. Рука не мерзнет. Ух ты, тут какой, смотрите, сделали это. Ух ты, видать, какой-то инвалид живет специально для него, чтобы мог закатываться. Обычно такую эстакаду не увидишь. Какой дом на возвышении стоит, смотрите, вот так вот. Надо, в принципе, дома делать. Ну куда сейчас? Давайте вот сюда фиганем. По этой скользкой улице. Надо было мне надеть, знаете, что? Вот эти вот шипы такие с резинками. Тогда я бы более-менее устойчиво ходил. Так, вот сюда давайте заходим. И тут даже есть этот шлагбаум. Закрыли, что ли, живучки? А чем здесь шлагбаум? Так, внимание. Правила эксплуатации детской игровой площадки. Чем-то надо. Человек ходит один, без шапки, что-то не пойму, на чем он так ходит. Ну, какую дорогой пошли.
непонятный. Фух. Я тут вообще не ходил. Вообще не ходил, вроде бы как. Так, это мы сейчас приближаемся к улице Богатырева. Собак здесь нету. Здесь вот их нету, собак. Это хорошо. То есть собаки, они где-то районами живут. Вот здесь хорошо, их нету вот в этих вот домах больших. Сосульки, смотрите, как вам сосульки капают с этой теплотрассы. Так, все. Мы вышли тут к какому-то какой-то общаге. Это какая-то общага. А вот этот дом тут, я знаю, была сауна когда-то. Сейчас здесь бар какой-то. Бар Дель. Вот такая машина здесь стоит. Волга. Мать ее. Или что это? Нет. Похоже на Волгу. Волга же, да? Тут всякий хлам внутри. Капец, да? Ну, кошмар какой. Так, пауза. Так, дальше продолжаем съемочку. У меня 27 минут осталось на видеокарте свободной памяти. А аккумулятор у меня, наверное, почти полный. Интересно, а как такая? Так, куда мне идти? Вот сюда вот, наверное, надо, да? Сюда вот. Смотрите, никого нету. Блин, щеку себе отмораживаю, что ли? Не укрыть. Укрыть. Смотрите, вот эти заморозки. Вот это вот заморозка. Это специальные такие радиаторы. Они морозят землю под домами. Видно, да, вот это вот металлические. Там какая-то жидкость незамерзающая, залита. Вот рядом с домами она. Ох, как раз к мосту вышли. Мосту. Так, а здесь перехода нет через это. Блин, мне надо вон туда идти. Панды и журавль. Так, мне вон туда надо. Заодно по мосту пройдемся. Видите, как красиво здесь, да? Красиво? Когда лампочек много. Красиво, да. Заборчик прикольный. Вот эта стенка тоже толстая такая, смотрите. Мощная какая конструкция моста. Вот это озеро Володи Губина, улица Губина. Вот такой вот узор. Снежинка с таким национальным колоритом. Стоп! Опасно, стоп снега, льда. Так, а мне надо вот сюда вот. Побежал. Не залез. Ждать неохота. Так, что-то там 4 секунды. Успеваю. Будет секунды, какие там. Вдруг набрали еды. Так, мне надо на ту сторону вообще. Туда пройду же, да? Пройду. 4, 3, 2, 1. Пошли. Пошли. Так, я хотел... Я здесь могу спуститься, нет? Вот здесь. Здесь есть. На это озеро выйти. Ну, есть. Кстати, горка. Смотрите, горка. Можно покататься. Взяли, да? Мне кататься не надо. Мне надо просто сойти. Так, как мне тут сойти-то, а? Ой-ой-ой. Я прямо боюсь. Сейчас я долбанусь. А вот отсюда.
Здесь есть пологий спуск. Придерживаемся вот за тайник на этот. О, вот мы на озеро, Губинское озеро, да? А вот это панда и журавль, видно, да? Она сейчас посмотрю. Так, еще камера не вырубилась. Снимаем. Панда и журавль, видите, там у нее что-то печка какая-то. И она вот так вот работает. Пыхтит. Видали, да? Это ресторан. Готовят они что-то там. Какой-то пар идет. Представляете, да? Жуткое зрелище. Жуткое. Так. А мы куда? Мы вот сюда вот пройдем. Я как раз Вильберис пройду. Так, вот. Надеюсь, лед-то замерз на этом озере. Поэтому, в общем, там небезопасно ходить. Главное, чтобы не набрать снега в ботинки. Ой. Немного нога проваливается, ничего страшного. Так, ну вот вам дать вид на эту красоту. Вот через мостик, который сейчас мы прошли. И мы разворачиваемся и шуруем вот в эту сторону. Шуруем. Шуруем. Ой, это куда я вышел? Гаражи. К гаражам вышел. Одни гаражи здесь. Вот около мощные лампы такие. Видать, эти автолюбители все-таки беспокоятся за сохранность своего машин. Поэтому вот такие мощные прожектора ставят. Можно вон туда пойти, а мы вот так вот пойдем. Сюда я еще не ходил. Как раз мы идем в нужном направлении в сторону пункта выдачи в Вальберис. Так, ух, видали, какие тут сугробы обалденные. Вот так вот погулять можно вечерком. Главное на какашки не наступить, потому что тут я смотрю, выбыл собак. Выбыл. Так, пауза. Дальше поехал уже. Я так специально делаю, чтобы, если у меня камера замерзнет и отключится, знать, на какой минуте она отключилась. Примерно хотя бы. Ух, ветерок. Здесь ветерок. А здесь что? Здесь вот это вот канал вот этот. По нему не пойдем, но по этой тропке пойдем. Я нахоженная уже. Тут тоже я слышу вот этот шум. Будто бы какая-то печь работает. О, затихло. Затихло как раз сейчас. Турбина какая-то. Вообще вот в той стороне, там аэропорт находится. Если вон туда идти, в километрах 3 или 4 отсюда можно дойти легко. Минут за 40. Поэтому, ну, надо, конечно, идти по дороге. Вот такими тропами плутать дольше получится. Ага. Так, вот. И куда мы вышли? Так, вот. Тут надо подумать, куда идти. Надо думать, чтобы лишних не было первого движения. Надо все продумано, чтобы было в условиях севера. Надо мороза, Сибири, надо все делать наиболее оптимально и рационально. Вот тут даже люди ходят, смотрите. Люди ходят. Вот выходим к зданию, по-моему, общага. Правда, общага, и здесь вообще опасно проходить. А это вот налоговое управление республики. Давайте отсюда пойдем по такому мостику. Вот мостик.
Так, мне кто-то звонит. Пускай звонит. Я не буду в карман лезть. Позвонит. Ничего страшного. Тут надписи какие-то. О, тут даже балкон сделали. Первый раз я вижу, смотрите. Балкон. Балконы. И настойчивые люди. Все вроде бы. Тут у них, кстати, вход, смотрите, какой монументальный. Такая сложная лестница, но она не используется. Обычно жильцы вот таких вот общак, они не думают особо, и мусор весь выкидывают в окошко. Поэтому тут надо ходить осторожно, чтобы на голову ничего не пролетело. Такая вот она. Так, давайте-ка мы пока приостановим. Так, 20 минут еще у меня, да, есть. И камера что-то не хочет вырубаться. Смотрите, сколько я уже снимаю. Обалдеть можно. Так. Непонятно. Надо осторожно ходить. Так, как мне тут... Как тут люди ходят? Как тут ходят люди? Скользко. Трубы, вот эти теплотрассы. Смотрите, какая тоненькая труба. Экономия, все. Раньше такие толстые, а сейчас вот такие тоненькие трубы. Надеюсь, они не перемерзают. Туда-сюда. О, канал. Так, это мы куда вышли? Что это у нас за дом? Это вот магазин Манчары. Там мандарин, который не работает из-за пандемии. Это развлекательный центр. Там же Респект, Алкомаркет. Там же еще какие-то. Тут, по-моему, была когда-то бодливая коза. Но посетители ее надоели всем окружающим. Они буянили постоянно, были разборки у них. Поэтому сейчас здесь другое какое-то заведение. Пресс-бар называют. Бодливую козу убрали. Как улица Федора Попова. Ой. Хороший такой морозец. Крепкий. Так, дальше идем. Небольшие. Так, куда мне? Сюда выйти, что ли? Вот двор вот этот. Вон там Брэдбери, случай. Камера у меня еще снимает. Вот еще погуляем. Вокруг этого дома. Там, кстати, есть вход с задней стороны. Кстати, здесь аренда. Первый этаж. Большая зона такая. Много квадратов. Сдается в аренду. Когда-то здесь был ДНС. Он отсюда переехал в более людное место. Торговый центр Улурумол. Вот это у нас что у нас? Это у нас водоканал здание. Там коллектор городской. Еще Наташа, видно, да, как работает технология. Сколько здесь машин, да? Вот этот дом, он какой высокий, сколько этажей здесь. Больше 10 однозначно. Поэтому и транспорта здесь, естественно, много. Можно сказать, и до сюда. Можно сказать. Ух, у них площадка тут такая есть. Детская, да? Вот тут машин сколько. Далее мы как мы пройдем. Вот даже ее чем-то накрыл. Какой-то пленкой. О, пришли на забор. Пленкой накрыл. Я забор не вижу. Походилки. Ой,
Что только не сделают ради контента. Какие жертвы только не видишь. Мерзнешь, стынешь на морозе, как я тут могу. Вот здесь ветрено, ветрено. Как тут люди проходят, а? Не понимаю. Они посюда, что ли? А, вот они посюда идут. Это поворот получается. Такой забор. Так, главное не долбануться в башку. У меня были случаи, когда я вот об эти штуки, эти вот башкой долбался. Сейчас это жутко, конечно, когда такое происходит. И не понимаешь поначалу, что произошло, такой бамс. И потом такая что-то потемнение в глазах. И вот мы вышли на древний забор. Этому забору, не знаю, больше, наверное, уже он очень старый. Потому что тут были когда-то дома старинные такие. Это один из таких домов. По-моему, он там есть. Сейчас на него выйти. Показать. Если, конечно, я дойду до этого дома. Ну, тут когда-то были деревяшки. Одноэтажненькие. Типа той. Так, что? Идем дальше. Так, у меня тут стабилизация. Если без стабилизации снимаю, то тогда мне придется стабилизировать. Ёхарный бабай. Ёхарный бабай. Я чувствую, что у меня что-то со щеками творится. А куда-то заходить нельзя. Будет тогда эксперимент неправильный. Я хочу, чтобы камера вырубилась сама от мороза или от батареи, когда в нее сядет. Бамс. Ну что за роза здесь? Что за роза? Кто-то выкинул или кто-то здесь погиб в этом месте? Здесь не так же роза, да, ложит? Так. Дворы. Вот этот домик хороший, мне нравится. Он такой небольшой, и у него есть его кладовочки. Вот так бы везде делали. Почему так не делают? Такие кладовочки, чтобы можно было, ну, допустим, велосипед там поставить, да? Зачем его тащить домой? У нас все такое эконом-проекты везде, чтобы людям было максимально неудобно жить. Вот смотрите, да? Вот у них кладовочки такие. И вот там они держат. А что, она пустая, что ли? Кое-что нет, перил там нету наверху. Пожар был. Сгорело или что? Нет, тут это на втором этаже непонятно что. Там, кстати, нету лестницы туда наверх. Она закрыта, может, с той стороны только вход. Так, а где тут была деревяха-то? Вот этот я дом помню. Вот этот дом. Потому что вот на этом месте был детский сад номер 2. Вот на этом. Вот. И в этот детский садик я ходил. Вот. Где сейчас вот эти вот гаражи получаются, да? Я помню. А, вот он дом вот этот. Старинный, дали, да, какой? Какие раньше здесь дома были. Вот такие вот домики были. Сейчас люди живут, он там, видите, свет светится. Вот у них тут куда-то на второй этаж вход. Тут еще кладовки. Ну а сейчас вот тут вот такую штуку гаражи построили. Вот он сам дом. Я помню, вот здесь у нас была детская, ну, садик и детская площадка, я там играл на ней. Вот. Прекрасно вот этот, помню, вот этот, тот дом. Таким вот образом. Так, я пройду здесь вообще.
Тут вообще темень, почему-то не освещенная. Да, вот это тут домик каменный, он тоже старый. Так, как я тут пройду-то? Ой! Он там вообще снимает. Без понятия. Так, ладно, я туда не пойду, я сюда пойду. Как мне тут пройти? Вот отсюда можно? Тут я вижу, есть тропинка. Фух. Такая вот тропинка. Вот туалет какой-то. Смотрите, какой туалет. О, видно что-нибудь, нет? Тут двери, кстати, висят. Вот такой вот дом. Ну вот, слушайте, он солидный. Еще, в принципе, нормально такой. Не сильно он покосившийся. Люди живут здесь. Видите, да? Еще такие окна. Сколько ему лет уже. Деревни какой-то дом. Да, вот такая застройка здесь была. Так. А тут, смотрите, тут что за заведение? Колючая проволока. Колючка. Какое-то заведение. Понятно. Так, здесь это уже новый дом. Что-то он не вырубается у меня. Все снимает и снимает. Так, а что здесь такое? МВД. Ладно. Понятно. Все. Это улица Дзержинского. Здесь. Короче, все понятно. Так. Теплотрассы. Я вам все сегодня наснимал контент-то. Куда идти? Сюда нужно пойти. Давайте сюда пойдем. Сюда. Вот пенек видали, да? Вот такие пеньки. Из земли вот старый забор еще. Видно, да? Остатки его. Сколько лет, я не знаю. Он вот старый, как он видите. Здесь вот такая вот у нас ограда. Здесь тоже дом со своей оградой. Там мы куда вышли. Получается вот это. Ладно, сюда пойдем. Сюда пойдем. Да, идем, может, большой секрет. Не расскажем мы о нем. Нет. Пятачок это вы. Телезрители. Видеозрители. Ютуба зрители. Так. Вот тут березки такие. Видали, да? Потому что их давно посадили, видать, этот дом новый. Вот березы так и вымахали. Так, мы отсюда. Видали, тут вообще людей нету, да? Ходишь один. Вот так. Я уже чувствую, у меня батарейка здесь подходит уже где-то меньше половины. Хотя я снимаю прилично по времени. Вот тут накакана собачка. Площадка какая-то. А это что за такая архитектура? Типа солнце. Солнце какое-то. Что это такое? Для чего это нужно? Какое-то обрядовое сооружение, что ли? Или что здесь? Клумба. Первый раз вижу. Для чего его сделали? Тут звезда, солнце. Что это такое? Для кого? Для инопланетян, может быть. Как знак они с космоса видят. Вот оттуда. И сюда летят. Может быть, это для них познавательный знак. Так, здесь видим лавочки. И вот такая горка здесь, кстати, можно прокатиться, но я не буду. Порвется моя одежда. Сейчас, куртки-то дорогие, видели, да, почем?
ужас. 30 тысяч куртка. Одуреть можно. Просто 30 тысяч. Вы вдумайтесь только. Эту цифру 30 тысяч рублей куртка. Даже дороже 40 и 50 тысяч. А вот эти вот старенькие дома вот такие. Ага. Что-то надпись какая-то красивая. Что-то написано. Коко, что ли? Ну, ладно, потом нужно это разобрать, наверное. Так, это что мы уже доходили? Смотрите, мы как петляем с вами. Какие-то дворы есть, гаражи. Ой. Доходили, короче, до улицы Дзержинского, вышли на нее. И сейчас выходим напротив. Это у нас дворец культуры. Ну, сейчас он Дом дружбы называется. Так, а здесь у нас что такое? Клиника Кристалл. А вот она, Кристалл. Клиника Кристалл. Медицинская. Можно в нее. А здесь детская стоматология. Ну, давайте на нее зайдем. Так, переход здесь. Где переход? Либо там, либо сям. Так, сейчас я вам покажу интересную одну вещь, что здесь сделали. Видите, да? Улица, и тут столбики вот такие вот копали посреди дороги. Раньше их не было. Представляете, да? Раньше их тут не было. Так, идем по Дзержинского. Петляем. А что у меня ноги длинные? Можно так вот быстренько гулять. Можно, в принципе, на велосипеде, но я не знаю, как на велосипеде. Зимой там надо сильно, потом все равно упадешь, если где-то неровное место будет скользко. А падать на морозе, это, я думаю, не очень привлекательное занятие. Не очень, совсем даже привлекательное. Дома. Так, я уже чувствую по экрану, что экран начинает замерзать, люди. Я думаю, скоро он чертям выключится. Точно. Потому что такая инерция сильная идет. Ладно, давайте в сторону пойдем. Сейчас я посюда пройду. Вот этот двор, который снимать, он так выглядит. У него заборчик вот такой прикольный, да, пластик. И там, чтобы не залазили, видать, люди. Он не звонит. Не дают такие эксперименты сделать. Ё-моё, блин. Сейчас остановлюсь. Он снимает, сейчас остановлюсь. Так, ну что, давайте идемте дальше. Решил мне зайти. Так, ладно, вот сюда сейчас офигаю, в этот дом. И, кстати, вот здесь вот тоже деревяшечка есть. Ее не снесли еще или снесли уже? Ой, ее уже снесли. Ее уже нету. Или вот она. Вот это она, да? А, это к ней сделали пристрой, я понял. Это пристрой сделали к ней. Точно. Ее сейчас тут в темноте-то не видно. Вот крышу я вижу. Крыша, вот. Это она типа сейчас выкуплена. И... А, вот с этой стороны получается такие длинные эти кладовки, что ли. С одной стороны только. И заход. Вот удачно, да? У них тут балкончики небольшие. 29% осталось. И батареи в принципе хорошо держат, а? Вот эту камеру я снимаю на Osmo Mobile, первая версия. Ну, не такая маленькая, как большая, которая.
по-моему, Mobile, или как она, ну, Osmo первая, которая большая, как GoPro, такая вот форм-фактор, не? Береза какая, ёх, ёх. Не знаю, интересно ли вам будет это все, да? Я, в общем-то, то, что хотел, я сделал. Но все равно надо однозначно камеру утеплять. Потому что сейчас еще, в принципе, мороз не такой. 35 градусов. 30-35. Ветра нету. А если будет мороз, тогда будет фигово. Так, ладно. Я вот этим путем иду. Я здесь уже проходил. А сейчас мы с вами к Вальберецу, пункту выдачи, подойдем. Вот он в том большом доме. Так, это водоканал. Вот это вот здание круглое. Ух ты, тут смотрите. Двор-то какой блатной. Вот тут есть. Как называется? Забор, вот эта закрывающаяся часть, да? Проезд запрещен. Проезд запрещен. И сейчас мы вот туда зайдем. И хорошо, да, справилась. Не знаю, как на больших минусах, там, минус 40, минус 50 она будет работать без защиты. Но в минус 30-35 она, в принципе, работает. Долго. У нее утепления нет, поэтому так просто скажу. Ну и все. Сейчас. Вот с этой задней стороны есть вход. И там на втором этаже пункт выдачи. И там, кстати, у меня это надпись у них горит. Wildberries. Клубничка, да? Клубничка? Так. Сюда. Сейчас, вот сюда вот заходить. Тут еще пункт оплаты какой-то есть. Надпись. Надо. Ну и все, по сути дела. Сейчас я заторможу. Запись в окошке. Так, 5 минут осталось у меня. Короче, полностью заснял все. Ладно, всем пока. Камера не выключилась, аккумулятор тоже не сдох.